Друзья, вы, наверное, все уже успели посмотреть видео, где украинский воин схлестнулся в рукопашной схватке с российским оккупантом. Я вначале не обратил внимания, там не все видно на этих кадрах. Камера не все зафиксировала. И не видно последние эпизоды жизни украинского воина. Но после того, как этот российский оккупант дал интервью, все стало на свои места. Все как обычно. Россияне аморальны и жестоки до безграничности. Недавно произошла схватка, которая стала ярчайшим символом столкновения двух несовместимых систем ценностей. Чести и варварства, достоинства и животной жестокости. В рукопашной схватке сошлись украинский военнослужащий и российский солдат, лишенный не только человечности, но и каких-либо следов морали. Украинец, сражаясь как воин, потерпел поражение. Истекающий кровью он произнес слова, ставшие актом величайшего мужества. «Ты победил, ты лучший воин. Дай мне умереть, дай проститься с матерью и небом». Это не была мольба о пощаде, это был жест величия и достоинства человека, стоящего на пороге смерти. Хочу обратить внимание, что мы видим не в первый раз такие акты мужества украинских воинов перед неминуемой гибелью. И это не наигранно, как мы понимаем. Ну что сделал российский солдат, олицетворяющий деградировавшую военную машину России? Вместо того, чтобы принять это последнее признание с уважением, он сорвал гранату с пояса умирающего и засунул ее ему под бронежилет. Этого ему показалось мало. Уже уходя, он сделал контрольные выстрелы в мертвое тело. Этот момент стал символом абсолютной аморальности, которой приучен каждый, кто служит империи, построенной на аморальности, лжи и насилии. Эта сцена, запечатленная камерой на шлеме украинского воина, обнажает все. Контраст между достоинством одного и бездной другого. Украинец уходит как герой, достойно, с высоко поднятой головой даже в последние секунды жизни. Россиянин остается лицом империи зла, где честь и сострадание заменены садизмом и ненавистью. Эта деградация проявляется с пугающей ясностью, в частности на моих стримах, когда, почувствовав надежду на остановку войны уже сейчас, россияне начинают угрожать осквернением могил павших украинских героев, уничтожить их память, а также грозятся убивать женщин и детей. Это не просто низость, это цивилизационный тупик. Пока украинцы защищают свою землю, семью, семьи и свободу, россияне лишь углубляют свой позор, погружая все глубже в бездну исторической деградации. Эта история не просто эпизод войны. Это хроника битвы между двумя мирами. Миром чести, человечности и света и миром тьмы, бесчеловечности и разложения.